Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о подготовке учителей родных языков. Друзья, внимание на экран. В условиях интенсивного развития северных территорий актуально сохранение и дальнейшее развитие культуры и языков северных народов. Первостепенное значение для этого развития имеет подготовка преподавателей родных языков. Кузницей кадров в этом направлении в нашей республике является Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации СВФУ. Наталья Сергеевна Сивцева, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой методики преподавания якутского языка, литературы и национальной культуры СВФУ. В рамках работы кафедры ведется подготовка учителей якутского языка, а также актуализация методической базы для дальнейшего развития данного направления. Престижна ли профессия учителя родного языка? Действительно ли молодые кадры стремятся работать в этой сфере? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Мечтатели — это те, кто считает, что родной язык — это основа самоидентификации личности. Учитель родного языка — это уважаемая профессия, потому она престижна. Реалисты же считают, что изучение родных языков – это важно. Но учителей родных языков не хватает. Нужно работать на повышение престижа этой профессии. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующей. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, мечтатель, который убедился в аргументах реалистов, может перейти к ним. И реалист, который убедился в аргументах мечтателей, тоже может поменять свою сторону. Итак, выбираем зоны. Мечтатели будут справа. Реалисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Профессиональный филолог и языковой энтузиаст. Кандидат филологических наук. Заведующий кафедрой методики преподавания якутского языка, литературы и национальной культуры СВФУ. Наталья Сергеевна Сивцева. Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вам дается ровно минута для того, чтобы вы могли рассказать нам о себе. Я выпускница Якутского госуниверситета по специальности учитель родного якутского языка и литературы, филолог, преподаватель получается, да. С 2001 года я работаю в университете, ранее в госуниверситете, сейчас в Северо-Восточном федеральном университете. Начинала с ассистента, и в 2022 году стала заведующей кафедрой методики преподавания якутского языка, литературы и национальной культуры. Защитилась в 2007 году, кандидат филологических наук, и мне нравится моя работа. Начнем мы с небольшого блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы и быстрые ответы. Так, первый вопрос. Почему люди должны изучать родные языки? Родной язык для каждого человека, он один, да? У якута якутский, у русского русский, у бурята бурятский, допустим, да? У эвенка эвенский. Но необходимо изучение родного языка, чтобы не потерять свои корни, свою нацию, да? Не растеряться в этой толпе сегодняшней, потому что у нас идет очень широкая глобализация, цифровизация и культурная антропология, можно сказать, да? Где вообще и культура, и языки, все перемешивается, и в этой толпе наша цель — сохранить себя как носителя какой-то культуры, какого-то языка. Поэтому это очень важно. Как вы думаете, почему все больше детей не говорят на родном языке? Тут ответственность лежит прежде всего на родителей. То есть эта семья прежде всего должна говорить на своем родном языке, да, соблюдать свою культуру, свои традиции. И тогда ребенок, несмотря на то, что очень сильно входит в нашу жизнь цифровизация, европеизация, может быть, даже корейская сейчас культура очень сильно, да, входит в нашу культуру. Ребенок все-таки, если в семье родители говорят на родном языке, ребенок также будет говорить на родном языке. Если говорить как раз-таки об ответственности за сохранение и развитие родных языков, знаете ли вы вообще о том, существует ли орган, который у нас в Якутии ответственен за сохранение родных языков? Если его нет, нужен ли он? Есть, работает Совет по языковой политике. И этот совет, он отвечает за как раз-таки те мероприятия, да, которые направлены на сохранение, развитие родных языков и культуры
может быть, да. Но, конечно, этот совет, он должен работать, и к этому совету как бы примыкаем и все мы, педагоги, да, педагоги и дошкольного образования, и школьного образования, и дополнительного образования, ну и в частности мы, педагоги высшего образования тоже, да. Поэтому орган должен быть и должен как бы всех нас координировать, и все мы вместе сообща должны работать. Как вы считаете, возможно ли вымирание языков народов Якутии? И возможно ли этого избежать? Если чисто теоретически смотреть, то, конечно, возможность такая существует, да, угроза такая существует. Однако на сегодня, да, как бы со своей точки зрения, если я как бы скажу, то мы работаем над тем, чтобы не было этого, да, чтобы не вымирал ни один наш язык, да. Почему? Потому что в Институте языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации, где я работаю, да, у нас есть две кафедры. Кафедра, вот моя кафедра, да, методики преподавания именно якутского языка и национальной культуры. Есть кафедра северной филологии, где как раз-таки готовят филологов по северным языкам, да, 5 языков там: эвенский, эвенкийский, долганский, чукотский и юкагирский. Да, и также готовят и педагогов по этим 5 языкам. Поэтому мы стараемся, чтобы не произошло вымирание родных языков в нашей республике. Почему вы сделали выбор в пользу именно этой профессии? А у меня очень хорошие учителя были, да, по якутскому языку, по якутской литературе и культуре. И я прямо влюбилась прямо в этот предмет, дисциплину, да, родной якутский язык, якутская литература. И уже начиная с 9 класса я понимала, что я буду учителем якутского языка. Ощущаете ли вы в настоящее время разрыв поколений в плане знания родных языков? Есть. Сейчас, допустим, внук не понимает свою бабушку, допустим, да? Они говорят на совершенно разных языках, получается. Есть этот разрыв. И этот разрыв мы стараемся как-то вот минимизировать, скажем так, да? И поэтому мы готовим вот учителей и как бы прилагаем усилия именно вот к чтению, как бы прививаем любовь к чтению, чтобы когда ребенок читает на своем языке, вот этого разрыва лингвистического можно избежать. То есть ответ по этой проблеме – это чтение. Очень интересно узнать, а встречаете ли вы таких людей, которые категорически отказываются изучать родной язык? И как считаете, в чем причина их этого нежелания? Вопрос престижа, наверное, скорее всего, да? Почему? Потому что сейчас очень сильная реклама идет вот именно, ну, это понятно, да, у нас рынок труда, он меняется, да, ежегодно, даже 2 раза в год меняется рынок труда, соответственно, престижные профессии, они обновляются и обновляются. И молодые люди, естественно, они хотят быть престижными, да, актуальными в современности своей, да, и, соответственно, они не видят вот связи этой престижной профессии и родного языка. Ну, то есть не идет вот со стороны семьи не идет понимание того, что родной язык не нужен для престижа, а нужен для себя, чтобы вот самоидентифицироваться как этнос, да, воспринимать себя как вот, ну, в нашем случае, как якут. Итак, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и подискутировать на нашу сегодняшнюю тему. Справа от вас расположились мечтатели. Это те, кто считает, что родной язык — это основа самоидентификации личности. Учитель родного языка — это уважаемая профессия, она важна, потому престижна. Слева же от вас расположились реалисты. Они считают, что изучение родных языков – это важно, но учителей родных языков не хватает, и нужно работать на повышении престижа данной профессии. Так, дорогие друзья, сейчас мы обращаемся к вам. Пожалуйста, поделитесь. Почему вы заняли именно эту позицию? Чем обусловлен ваш выбор? Давайте начнем со стороны мечтателей. Мы занимаем позицию энтузиастов, мы считаем, мы верим в то, что профессия учителя действительно очень популярная, престижная. И если даже оно имело какие-то моменты в настоящем, то в прошлом и в будущем мы надеемся на то, что будет действительно все хорошо, тем более с родным языком, так как мы понимаем, что язык — это не только средство коммуникации, это вообще в целом вся культура. И учитель и ученик, который передает знания, это еще и также школа, которая является центром. Я имею в виду не только в городской местности, но и в деревне,
сельской местности и школы, которые формируют свою культурную самоидентификацию, формируют в том числе и личность ребенка. И поэтому мы все еще считаем себя энтузиастами, мы верим в то, что будущее у нас будет хорошо. Давайте послушаем мнение ребят из числа реалистов. Пожалуйста. Сейчас ведется недостаточное влияние, возможно, на детей, чтобы они рвались, можно так сказать, к изучению родных языков. На примере своего села Табаги хочу сказать то, что вот у нас очень мало людей, которые говорят на родном языке, имею в виду якутский и другие коренные языки. Очень мало таких людей. Почему? Возможно, потому что люди не видят в этом перспективы, потому что многие собираются уезжать в большие города. Пожалуйста, еще мнение, ребята, мечтатели. Я присоединюсь к сказанным словам. То, что действительно профессия учителя родного языка важна. И мы вот тоже верим в то, что через вот наше влияние, как мы будем учить детей через наше восприятие, дети вот, ну, подумают и как ранее сказали со стороны пессимистов, то что дети, дети, которые учатся, да, тоже не умеют разговаривать на родных языках. Мы думаем, что наше влияние это изменит, и стараемся, чтобы это было так. Как сделать так, чтобы якутский язык стало как бы модой, да, можно современным, более современной, если сказать. Как сделать ее популярной? Вот в чем вопрос. И должно это прийти осознание, да, не только, вот говорят же, якуты, русские, эвенки, да, сохранение языка и культуры, да, это ответственность каждого жителя нашей республики. Не только якутского языка, и эвенкийского, да, юкагирского. Якутия очень многонациональная и богатая своей культурой регион. Пожалуйста, еще мнение. Мы все из улусов, то есть мы жили, у нас окружала такой якутская традиция, культура, язык. И когда мы приехали в университет учиться, то первым делом мы говорим, конечно, на якутском языке. Там, из какого ты улуса, ты умеешь разговаривать на якутском и так далее. И считаю, что именно наш язык, оно отличает от других народов. Как говорят, что без языка нету будущего народа. Я так считаю. Мне кажется, что во многом вопрос незнания якутами родного языка заключается в том, что люди просто не видят смысла учить якутский язык, потому что в этом нет практической необходимости. Потому что я, допустим, как не носитель якутской культуры, потому что я бурятка, я прекрасно знаю, что я подойду к любому человеку в этой студии, могу сказать вам что-то на русском языке, и вы меня поймете. Поэтому мне нет смысла учить якутский язык. И до тех пор, пока, я не знаю, государство, правительство не создаст необходимость для народа изучать якутский язык, то люди не будут его учить. Вот. Если получится сделать так, чтобы дети в школе говорили только на якутском языке, или чтобы преподавание в университете было только на якутском языке, то только в таком случае якуты будут знать свой родной язык. Вот. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, что вот сама гостья сказала, что вы стали филологом якутского языка, потому что у вас были прекрасные преподаватели. Вот. И, к сожалению, зная то, какие зарплаты у учителей в целом в России, ни один учитель не будет хорошо относиться к своей работе. То есть он не будет выполнять свою работу хорошо. Он весьма халатно будет относиться к своей работе. Добросовестно не будет выполнять. Да, он не будет добросовестно выполнять свою работу, хотя он, конечно, должен это делать. Вот. И я сама жертва такого отношения преподавателя. Но это правда. Потому что, честно вам скажу, наверное, половину занятий родного языка я не помню, поскольку преподавателя просто не было на рабочем месте. Он получал свою заработную плату, но его не было. Ты знаешь свой бурятский язык? Я знаю на начальном уровне, буквально базовые слова только. Пожалуйста, еще мнение. Например, у меня была прекрасная учительница якутского языка, так и она меня вдохновила,
чтобы я поступила в ВУ, например, на учителя якутского языка. И сейчас моя главная задача, так и задача других студентов, это популяризация учителя якутского языка. Надо, мне кажется, его... Ну, сейчас же изучают как английский язык. Вот, надо его глобально думать, чтобы на какой-то мировой этот можно вывести же. Любой язык так можно вывести, конечно. И вот мы стремимся к этому. Например, вот пример. Вот пример. Мой друг, у него есть тетя, она преподает в Японии якутский язык. Вот, чем вам не шаг. Давайте еще одно мнение. Давайте, допустим, да, вот Япония, Корея, Китай, да. Вот сначала давайте подумаем, да, вы находитесь в Токио. Что там? Все, ну, национальный колорит, все надписи только на их языке. А теперь вернемся в Россию. Та же Бурятия, та же Якутия. Приходим, все на английском, все на русском. Значит, в первую очередь, да, чтобы создать, ну, сделать модой свой язык, культуру, в первую очередь надо сделать так, чтобы все надписи были, национальный колорит в городе присутствовал. И прям очень сильно, чтобы оно различалось, чтобы какой-нибудь вот, ну, с другого конца России человек приехал и увидел то, что здесь вот живет такой народ. Чтобы понимание пришло, а не пришло, и опять же, те же надписи, все так же, а они интересны. Просто. Тогда в первую очередь надо, ну, делать национальный вот колорит. После этого, да, как раз вот сделать якутский язык уже на разговорном обязательным по республике. Да, хотелось бы высказаться. Ну, в общем-то, я так поняла, что позиция мечтателей и реалистов, она как бы как-то соприкасается, да, но в каких-то чертах немножко отличается. И тут вот как раз-таки последнее высказывание касаемо вот, ну, сравнительный, да, такой анализ Япония, где там, и что у нас в Якутии. Это называется создание среды. Да? Вот об этом он говорит. Создание национальной этносреды. Именно в этом плане мы должны работать. Но это, конечно же, не зависит от учителей родного языка. Да? Это вот именно политика должна быть. Вот именно в республике, со стороны руководства республики должны создаваться ну, такие национальные среды, скажем так, да, во множественном числе. Национальная среда должна быть во всех школах, во всех организациях, во всех учебных заведениях среднего, высшего образования. Да? Только тогда, если есть определенная национальная этническая среда, я могу почувствовать себя в какой-то степени, вот, ну, как бы, относить себя к этой нации. Да? Допустим, если у нас вокруг вот как раз-таки разные там вот граффити, по-английскому написано, да, все по-русски там написано, конечно же, мы о своем родном языке забываем. Особенно когда вот дети, да, студенты, ну это же дети, да, 16, 17, 18 лет, со своей вот родной среды выходят в Якутск, приехали сюда, и тут все такое современное, да, все такое прям иностранное. И они как бы вливаются в эту среду и забывают о своей мини-среде, скажем так, да, мини-космосе. И вот создание национальной среды – это первостепенная задача. Во-вторых, семья, все-таки не все зависит от учителей родного языка. Это семья. Это вот когда ребенок находится в утробе своей матери. Да? С этого момента начинается приобщение ребенка к этносу, к языку. Да? Когда мамочка, будучи беременной, разговаривает со своим чадом, скажем так, да, по-русски, соответственно, он все это слышит, воспринимает все это, и как бы у него все это с молоком матери, скажем так, да, впитывается вообще другая нация, другой язык и другая культура. И среда, семья, сад, школа и вот среднее либо высшее образование. Все должно быть системно. Одна организация, одна школа ничего не решит, если поставить вот именно в глобальном ракурсе вопрос. Поэтому вот, как бы, да, надо работать над престижем профессии, создавать среду.
Ну а теперь давайте перейдем к вашим вопросам, к нашей гости Наталье Сергеевне. Ребята, пожалуйста, ваши вопросы. Как вы считаете, привлекательна ли профессия учителя якутского языка для молодых ребят? Очень хороший вопрос. Спасибо. Мы стараемся делать эту профессию привлекательной. Почему? Каким образом, да? Ну, раньше, когда я училась на учителя якутского языка, мы просто получали профиль учителя родного языка и литературы, и все. То есть, да, на этом у нас заказ. Но сейчас мы идем в ногу со временем и готовим учителей не просто однопрофильных, да, родной язык, литература и все. Нет, мы готовим учителей двухпрофильных. То есть у нас есть учителя родного якутского языка и иностранного английского языка. Мы выпустили позапрошлом году учителей родного якутского языка, литературы и иностранного китайского языка. То есть у нас учителя владеют двумя языками. Родной и китайский, родной и английский. На базе своего родного языка они получают второй, обучаются на втором языке. И вот как раз-таки к окончанию 5-го курса они владеют уже за 5 лет, представляете, они поступают без базы. Они не сдают ЕГЭ по иностранному языку, да, они сдают ЕГЭ по якутскому языку, ну и там основные предметы, да. И за 5 лет они владеют иностранным языком наряду со своим языком. И становятся двухпрофильными учителями. Почему не престиж? Престижно. Учитель китайского языка, учитель английского языка. Также в 22-23 учебном году мы открыли совершенно новое направление, да, новый профиль учитель родного языка и тьютор в сфере образования. Тоже престижно. Тьютор – это очень престижная профессия. Наверное, сами понимаете, да, кто такой тьютор. Сейчас, тьюторов в школах мало, но есть. Нельзя говорить, что их вообще нету. Это очень важная профессия. Тьютор. Реалисты, пожалуйста, ваш вопрос. Иностранцы проявляли ли интерес к якутскому языку, либо к другим коренным языкам? Да. Очень интересный, хороший вопрос, спасибо. Иностранцы долгое время проявляли, сейчас уже, сами понимаете, проявляли интерес к якутскому языку, к северным языкам тоже, в частности, да. В 2020 году, когда я руководила Центром непрерывного образования, у меня была японка, которая изучала эвенский язык. Почему в Японии якутский язык говорите, да? Она изучала эвенский язык, эвенскую культуру и литературу. Плюс еще якутский язык изучала. До этого, когда на нашей кафедре трудился Степан Константинович Колодезников, да, очень много слушателей из Европы приезжали, да, из стран Азии приезжали. Очень много турков у нас обучилось, да, якутскому языку. Наверное, вы все видите, да, несколько людей на ИСЭХах у нас были, да, они очень хорошо говорят на якутском языке, лучше даже некоторых якутов, скажем, самих якутов. Есть такой интерес, обучаются, и дистанционно также продолжают обучаться. Еще вопросы, пожалуйста. Ощущаете ли вы конкуренцию между языками народов Якутии? Конкуренцию между языками народов Якутии? Нет, конкуренции абсолютно нет. Почему? Потому что все-таки большая часть населения в Якутии, это якуты, да? И больше абитуриентов у нас поступают именно на нашу кафедру, да, кафедра методики преподавания якутского языка, литературы, с 2 профилями на педобразование. Но также есть кафедра северной филологии, да, куда также поступают ребята на педобразование с этими 5 языками. То есть получается у них 5, контрольные цифры приема 5 абитуриентов они берут, и по 1 на каждый язык, допустим. 1 педагог с эвенским языком, 1 с эвенкийским и так далее. Конкуренции между нами нету. Мы работаем согласованно, параллельно двигаемся по нашей цели, скажем так, сохранения и развития языков. Спасибо. Реалисты? У меня такой вопрос.
А если бы вы встретили человека, который не хочет изучать вот свой родной язык, как бы вы постарались привить ему желание это? Если человек уже взрослый, как бы, да, и он как бы не имеет желания изучать свой родной язык, то я как преподаватель, как носитель языка, ну, я бы просто поговорила бы с ним, да, побеседовала бы, вообще узнала бы про человека, про его как бы корни, да, и какая цель у человека. Ну, в качестве просто беседы, может быть, я попыталась бы как-то привить ему то понятие, что родной язык нужен всем, но никак не как бы там, скажем так, каким-то замечанием острым, да, каким-то упреком, нет. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим, пожалуйста, внимание на экран. Как вы считаете, проводится ли достаточно работа по сохранению родного языка в Якутии? Видимо, в школах проводятся. Престижно ли работать учителем родного языка в нынешнее время? Говорят, что не очень. Но думаю, это в будущем все исправится. Конечно, нужно родной язык знать. Престижно ли быть сейчас учителем родного языка, как считаете? А почему бы и нет? Филологический факультет у нас выпускает преподавателей родного языка, не только якутского, но и других языков. Вам было бы интересно изучать родные языки народов Якутии? Ну, я изучала якутский язык, английский, 4 в аттестате. Ну, как свой язык не знать-то? Мне кажется, все равно свой язык надо знать. Да и всем школам тоже должны. Если в Якутске живем, мне кажется, вообще бы неплохо было бы, если бы знали бы якутский язык. Для того, чтобы везде можно общаться было и на русском, и на якутском, и на английском. Надо знать много языков. Какие методы вы считаете наиболее эффективными для сохранения? Ну вот обучение в школе это в любом случае. Да. Что еще? Есть еще, наверное, какие-то курсы. Дополнительное образование. Дополнительно, да, организовать такие курсы, пусть даже платные, что многие хотят. Как вы считаете, престижно ли сейчас быть учителем родного языка в Якутии? Да, безусловно. Я думаю, что это в любом регионе, не только в нашем. В любом, где есть какие-то особенности языка, да, конечно. И мне кажется, нужно вовлекать таких людей, как я, чтобы у нас появлялся интерес. Я сегодня, кстати, читала статью о словах, которые используются массово в СМИ якутские, которые сложно перевести на наш русский язык, и типа при этом мы их тоже понимаем и начинаем потом использовать, типа чепурушка. Человек всегда учится тому, что он может потом где-то использовать, или чтобы для него было понятно, для чего он это делает. Если просто чтобы было, это человеческая натура, она так ничего не запомнит. То есть обязательно нужно что-то, чтобы почему. То есть связь с предками дает тебе силу, там, можешь там какие-то получить плюшечки и так далее. Методы — это работа с молодежью. Это, например, проводить какие-то большие мероприятия. Посвященные родным языкам. Да, с такой тематикой. С каждым годом мы развиваемся, и мы должны передавать каждую свою культуру, свой опыт будущему поколению. Я считаю, что якутский язык очень важен в наше время, потому что многие начинают его забывать. Всякие мероприятия, которые вот именно дают вспомнить, дают не забывать якутскую культуру. Как мы видим из опроса, все согласны с необходимостью сохранения и изучения родных языков. Однако не все могут назвать профессию учителя родного языка престижной. Как вы считаете, что является причиной этому? Давайте начнем с стороны мечтателей. Главная, наверное, проблема заключается в том, что сама профессия педагога не столь популярна среди молодежи. Вообще профессия педагога в целом. Но это проблема нашей современности, и мы должны возвращаться к тем концептам, которые были еще в начале 20 века, когда уважение к учителю было намного выше, чем сейчас. Как это будет проходить, это, конечно же, вопрос экономистов и политиков. Это не общественное, скажем так, только мнение.
И тем не менее вопрос именно профессии самого же локально родного языка, это, конечно же, вопрос сохранения, ну тут правильно отметили, вообще в целом самой национальной идентификации. Конечно, хотелось бы остаться в течение следующего тысячелетия, не исчезнуть в небытии, как другие народы и нации, которые исчезли с течением многих эпох. И для этого необходимо во многом понимать, что урбанизация, что город, в котором мы сейчас живем, в том числе столица нашей республики, является в том числе культурным центром нашего языка. Реалисты, пожалуйста. Хочу согласиться с человеком со стороны мечтателей, то, что учителя сейчас не очень востребованы. Точнее, они очень востребованы, но профессия не очень престижная. Почему? Потому что дети стали меньше уважать учителей. Даже родители сами меньше благодарят их, как-то возносят в этом плане. Ну, я считаю, что в этом дело и глобализация, потому что каждый хочет, наверное, уехать из региона, а не оставаться тут, а как бы учитель родного языка — это уже целенаправленно остаться здесь. Привязывать тебя к месту. Да, привязывать тебя к месту. Но, как отметила Наталья Сергеевна, например, я учусь как раз-таки на ее кафедре и являюсь учителем, буду учителем, надеюсь, что не только якутского языка, но еще и английского. И это дает тебе не только вот это вот, как бы отметили, привязку к этому месту, но и еще и дополнительные возможности. Еще мнение давайте послушаем. У некоторых людей отсутствовал выбор. Например, типа человек хотел поступить на архитектора, но у него не хватало баллов, и поэтому пошел на учителя, потому что там хватает баллов. Или кто-то заставил, например, типа ты будешь учителем, потому что твой отец тоже был учителем, и, типа так и отправляют, и у ребенка нет выбора, например. Профессия учителя — это скорее всего, как по мне, это уже призвание, которое человек именно рожден быть учителем, а таких людей очень, очень мало, к сожалению. Наталья Сергеевна, давайте ваш комментарий. Я хочу прокомментировать, да. Девушка вот высказалась. Ну, тут встает вопрос профориентации школьников, опять-таки, да. Ну, я в какой-то части соглашусь с мнением, да, вот из реалистов. В части вот очень много школьников у нас поступают неосознанно. И в итоге как бы они не любят свою профессию. И поэтому до этого я говорила, что мы хотим работать со школами. Именно мы хотим, и вот начиная, не знаю, со среднего звена, начать работать со школьниками, с учителями, целью выявить какие-то вот таких детей, которые хотели бы стать педагогами. То есть их интересует именно вот профессия учителя. Должна быть, опять-таки, системная работа, сад, школа, вуз, ну, СПО, вуз, как бы общее, как бы берем, да, ну и руководство вообще вот нашей республикой. Система должна быть, чтобы поднять престиж именно самого педагога, не связывая к какому-то предмету, да, престиж педагога надо поднимать именно на республиканском уровне, даже на федеральном, возможно, уровне, да, потому что престиж педагога не только у нас в Якутии как бы имеет проблемы. Да, имеет проблемы, но и по всей, наверное, стране, да. И, соответственно, сейчас престижны какие профессии, которые вот IT, да, связаны с новыми технологиями. И в этом плане мы тоже думаем, да, мы вот инноватику хотим, ну как бы не хотим, а уже работаем над этим. То есть как проходит вообще стандартный урок в школе? Учитель зашел, ну там презентация максимум, да, по родному, ну не во всех школах есть вот этот вот экран, который, ноутбуки, да, но тем не менее мы, когда вот приступаем к методике именно, да, дисциплина методика преподавания якутского языка или якутской литературы, мы туда как бы проектную деятельность рассматриваем, инновационные какие-то новые технологии, чтобы на уроках родного языка учителя использовали новые технологии какие-то, да, воспользовались какими-то платформами обучающими, какими-то новыми средствами, а не просто взял книжку, почитал и дал задание. Поэтому над престижем мы в своей части работаем.
Наталья Сергеевна, какой совет вы бы хотели дать нашей сегодняшней аудитории? Не забывайте свои корни. Человек то же самое, да, как дерево. Если у человека определенной нации, он, этнос, не забывает свои корни, свой язык, свою культуру, то есть это его корни. Знаете, этот человек будет развиваться, расцветать, раскрывать себя и все свои грани, скажем так, да? Поэтому помните о своих корнях и развивайтесь. Сейчас наступил тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою точку зрения. Соответственно, мечтатель, который убедился в аргументах реалистов, может перейти к ним. И реалист, для которого аргументы мечтателей оказались сильнее, тоже может перейти на их сторону. Поэтому определяемся итогово своей позиции, и на счет 3 можно будет перейти. Итак, 1, 2, 3. Хорошо, все остались при своем мнении. Давайте поаплодируем друг другу. Наталья Сергеевна, кто из наших участников больше всего понравился вам? Кого вам бы хотелось отметить? Ну, тут я вижу самого молодого участника, который, как я поняла, школьник 10 класса, да, Табагинской средней школы. Я хочу его отметить. Как вас зовут? Владимир. Давай мы тебя приглашаем подняться. Давайте поаплодируем. Так, слово нашей гости, пожалуйста. Такой вот подставка для телефона. Тут оберег, да, якутский, скажем так, да, оберегает вообще вот нравственность. Не теряй себя, не теряй свою нравственность, где бы ты ни был. Владимир, пару слов тебе, пожалуйста. Я хочу сказать большое спасибо. Меня зовут Акреев Владимир, я ученик Табагинской школы 10 класса. И хотелось бы тоже связать свою дальнейшую жизнь с телевидением, поэтому я посещаю такие мероприятия очень активно. Сейчас мы приглашаем всех участников подняться сюда, на наш подиум, для того, чтобы мы еще могли пообщаться друг с другом, ну и с нашей гостьей Натальей Сергеевной. Частью нашей аудитории можешь стать и ты. Подписывайся на наш телеграм-канал и подавай заявки на актуальные даты наших съемок. Это была передача «Я молодой». С вами были ее ведущие Елена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока! Формат передачи понравился, он для меня новый, скажем так. И когда слушаешь аргументы со стороны молодежи, скажем так, да, все-таки надо нам всем прислушиваться к общественному мнению и на этих общественных мнениях, когда уже дальше действовать, скажем так, да.